Для того, чтобы выбрать комплектующие, нам необходимо понимать, из каких элементов состоит системный блок, как эти элементы называются и какое их назначение. Вот это мы сейчас и рассмотрим. Итак, системный блок состоит из корпуса и всех компонентов компьютера, которые находятся внутри корпуса. Основное назначение корпуса состоит в том, что он защищает установленные в нем компоненты от внешних воздействий и поддерживает необходимый температурный режим внутри системного блока. Основным элементом является материнская плата. Она позволяет взаимодействовать всем компонентам между собой и объединяет их в одно целое. Также одним из главных элементов является процессор. Процессор выполняет все вычисления в компьютере. Так как во время работы он нагревается, то для отвода тепла используется система охлаждения процессора. Также одним из главных компонентов является оперативная память. Оперативная память предназначена для временного хранения данных и команд, которые необходимы процессору для выполнения его операций. Вот эти три компонента — материнская плата, процессор и оперативная память — они определяют основную производительность компьютера. Следующий элемент — это блок питания. Блок питания предназначен для подачи питания на все устройства системного блока. На него подается питание от электрической сети, и уже из блока питания выходят провода с разъемами, которые подключаются к устройствам системного блока. Следующий элемент — это оптический привод. Он предназначен для чтения и записи информации на оптические диски. Следующий элемент — это картридер. Он используется для работы с различными картами памяти, например, с картами, которые установлены в мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах, видеокамерах, ну и других устройствах. Следующий элемент — это жесткий диск. Жесткий диск предназначен для постоянного хранения информации в компьютере. То есть, если оперативная память хранит временные данные и после выключения компьютера данные теряются, то жесткий диск после выключения компьютера данные сохраняет. Следующий элемент — это карты расширения. Карты расширения используются для добавления в компьютер новых функций. Например, если в компьютере нет звука, то для его добавления необходимо устанавливать отдельную карту расширения, звуковую карту. К картам расширения относятся звуковые карты, сетевые карты, TV-тюнеры, различные порты, которых нет в материнской плате, например, порт 1394 или FireWire, ну и другие устройства. В настоящее время звуковая и сетевая карта практически всегда встроены в материнскую плату, поэтому как отдельное устройство они используются очень редко. Ну и последний элемент — это видеокарта. Она формирует изображение и выводит его на экран монитора. Видеокарту тоже можно отнести к картам расширения, так как она вставляется в слот расширения материнской платы. Но все-таки она считается отдельным устройством, без которого невозможна работа компьютера. То есть, если без звуковой или сетевой карты компьютер работать будет, то без видеокарты он не сможет работать. Видеокарта также может быть встроена в материнскую плату, но чаще она используется как отдельное устройство. Итак, из чего состоит системный блок, мы рассмотрели. Как все эти элементы устанавливаются в корпусе, мы рассмотрим на втором и третьем диске. Ну а здесь же в следующих уроках мы рассмотрим каждый элемент более подробно, какие у него есть параметры, на что необходимо обращать внимание при выборе, ну и как подбираются все эти комплектующие.